Здравствуйте. Это первый выпуск передачи «Сила духа» в формате интервью. Мы решили, что для нашего сегодняшнего гостя 15 минут будет, очевидно, недостаточно. Наш гость передо мной – это директор Ассоциации инфосодействия Алхас Тхакушев. Здравствуйте. Очень приятно. Алхас, мы записываемся у вас в кабинете в ассоциации. Расскажите, с чего все начиналось, как все это выстраивалось, кто был рядом с вами тогда и думали ли вы, какой размах все это приобретет? Ну, это были послевоенные годы. Честно говоря, разруха была вокруг и блокада. Страна жила в режиме блокады. Можно сказать, что мы тогда выживали после тяжелой войны. Ну, такая идея появилась организовать центр, где мы могли бы помогать друг другу, делиться опытом. Но мы, когда я говорю, я имею в виду, ну, мне так казалось, тогда я вообще мало что знал об этой проблематике, потому что сам был молодым парнем и ничего не знал, а в Советском Союзе как бы инвалидов не было. Этот инклюзивный подход и включение людей с инвалидностью в общество – это относительно недавняя история для всего мира. Вот, мы начали работать, первый человек, с которым я близко эту тему обсуждал, и потом мы начали как-то ее тянуть, это афонский тоже парень, мы с детства знакомы, Милор Чалмаз. Вот, мы вместе, он стал рядом тоже, и мы вместе вот начали искать помещение, еще что-то. Сюда, когда мы пришли в это здание, здесь ни окон, ни дверей не было. И, значит, привел нас сюда Геннадий, который узнал, что мы ищем помещение, а узнал он об этом от Ахры-Джане. Вот мы в тот момент как раз осуществляли свой первый проект, не имея еще никаких помещений, ничего особо не имея, но мы вот собрали группу ребят, и была такая организация прекрасная, называлась компьютерный центр. Это где сейчас Дом юношества находится, там они находились. Вот. И, в общем, Ахра сказал: гений, это такое сарафанное радио. В общем, Ахра у нас преподавал, он был преподавателем компьютерных курсов. Вот. Тогда еще были, конечно, эти компьютеры, это Pentium, такие вот большие мониторчики, и все не было таким крутым, как сейчас, но по тем временам это был, конечно, топ. Вот. И вот Гена нам сказал: я как бы имею отношение к Конфедерации народов Кавказа, вот у нас там есть помещение, это вот этот комплекс зданий вместе с гостиницей, он был когда-то передан Владиславом Григорьевичем еще, по-моему, во время войны или после войны, я уж точно не помню, но в общем он был передан, этот комплекс Конфедерации народов Кавказа, и все это здание тоже полностью. Ну, Гена нас привел, сказал, говорит, ну вот, если вас устроит, ну, как вы видите, здесь сейчас там подъемник стоит, а там не было подъемника, лестница там огроменная, в общем, все было не сильно доступно, но мы очень обрадовались, то есть мы как-то, видимо, по молодости у нас был просто один неиссякаемый оптимизм, мы хотели что-то делать, потому что прошла война проклятая, и, ну, как бы, честно говоря, было большое желание жить, продолжать и что-то делать. Мы сюда пришли, я не знаю, стоит это рассказывать, нет, ну, я вам расскажу, потому что жизнь такая была, здесь обитали два бомжа, вот, как оказалось, потому что здесь никого не было, вот реально ни окон, ни дверей, ничего не было. Мы когда пришли в соседнее помещение, они там находились, вот, ну, в общем, нам пришлось провести переговоры впервые в жизни с этими, очень интеллигентные, очень хорошие ребята. Они вам уступили территорию, да? Ну, мы поговорили, мы сказали, вы знаете, вообще нам очень неудобно, конечно, но нам вот передали эти помещения, на что там один из ребят сказал, этих мужчин, он сказал, говорит, ну, если мы договоримся, то все будет хорошо. Я сейчас прямо вспоминаю этот эпизод и смотрю телевизор, думаю, ну вот прямо Дональд Трамп в чистом виде. Да, тоже вот заключение, как бы сказать, искусство заключения сделки. И я говорю, ну, а как договоримся? Извините, ребята, говорю, у нас не так много возможностей.
Он говорит, ну там, в общем, мы договорились, там колбаса им нужна была и водка. И напарник сказал, ну добавьте еще одну водку, и мы договорились. Они перешли в помещение ЗАГСа, которое, по-моему, до сих пор в таком же состоянии находится, вот, но их там уже нет. Потом делали первый ремонт, и нам очень помогал большой друг нашей организации, и мой, к сожалению, он во время пандемии вот, покинул нас, Адгура Адзенба, вот, который сам ветеран, и всю войну прошел, светлая память ему. Он помог нам сделать первый ремонт, и 15 февраля 1997 года мы здесь устроили презентацию. Передаю привет Эльзе Чамба и Нале Картузия, которые тоже наши друзья нашего центра. Они тогда помогали нам здесь марафет наводить перед презентацией. В общем, 15 февраля мы как бы... Сколько это уже лет прошло, честно говоря. 28-29, да? Ну вот, очень давно это было, короче говоря. Вот, мы открылись. И, ну, как бы так вот пошло, что, конечно, очень быстро круг наших клиентов, да, для кого мы работали, он оказался шире намного, потому что вокруг оказалось, что примерно никто не занимается этой проблематикой тогда, вот, первые послевоенные годы. И, ну, в общем, пытались что-то выяснять, не было интернета, не было этих колоссальных возможностей, которые сейчас эти современные технологии дают, да, там всякие искусственные интеллекты и прочее. Даже близко ничего этого не было. Вот. Но зато первый проект нашей организации был это компьютерные курсы, за что отдельный респект Ахрибжане, Анзор Беквава, Царство Небесное, его уже с нами нету, он директором был компьютерного центра. Вот. И другие ребята в этом прекрасном центре, они дали нам это знание тоже, и мы потом как бы все эти компьютерные технологии старались максимально использовать, там базу данных создавали и прочее, прочее, прочее. За вот этот большой срок, 28 или 29 лет, с какими вот вызовами, новыми задачами организация обросла? Так что вы сами удивились, не ожидали, что вот так все обернется? Мы как бы развивались вместе со страной, появлялись новые организации. Когда-то, скажем, при нашей организации работала программа для незрячих людей и слабовидящих. То есть мы сейчас при нынешних технологиях это, как сказать, это выглядит очень допотопно, но вот 20 лет назад, когда ничего не было, вот мы, например, первыми на Кавказе вообще, на Южном, мы организовали, да, наверное, и на Северном, мы организовали курсы для незрячих, скажем, людей. И вот у нас такое направление развивалось, это направление возглавлял у нас Даур Латария, наш тоже боевой друг. Он незрячий сам был, он тоже не так давно покинул этот мир. Вот. Светлая ему память. А потом в какой-то момент воссоздана была организация ассоциации, значит, слепых. И на тот момент там библиотека у нас была, аудиобиблиотека, там прочие вещи, мы все это как бы передали им. То есть не то, чтобы мы прям стремились всем заниматься, этим невозможно как бы заниматься всем и хорошо. Вот. Поэтому, вот, например, это направление шло туда. Потом со временем появились организации, которые более плотно начали заниматься школьным образованием, а мы тоже вот первые уроки доброты, это все мы проводили здесь в Абхазии, в абхазских школах. Появились организации, и мы с удовольствием передали. Потом долгое время, скажем, мы как бы поддерживали работу Ассоциации родителей детей с инвалидностью. Значит, Виолетта Гагулия, да? Ну, да, да. Соответственно, мы возили, значит, мы возили детей, у нас было на тот момент там 2 машины в организации, и вот они целый день как бы занимались тем, что вот выполняли роль такого социального такси.
Вот. И взрослых ребят, и детей мы привозили на занятия, увозили, развозили с занятий. Ну, как бы в какой-то момент они уже окрепли, другие организации появились. И мы как бы, и потом появился вот реабилитационный центр государственный, который мы тоже активно лоббировали его создание, который находится там, где в районе Красного моста. Ну, и эта тема тоже как бы от нас отвалилась в хорошем смысле, что были и есть прекрасные люди, которые продолжают этим заниматься, и они сфокусированы на этом. А мы на сегодняшний день, как бы вот имея в виду, что когда-то нам приходилось всем практически заниматься, сейчас мы сосредоточены на 3 основных направлениях. Первое – это реабилитация. Второе направление – это общественная приемная, куда обращаются люди с разного рода инвалидностью или их близкие, если у них есть какие-то информационные проблемы или правовые вопросы, мы как бы стараемся этим людям помогать. И третье направление – это вопросы доступности, мобильности, когда люди с инвалидностью, но у нас и без инвалидности, как вы знаете, все остальные, тоже, скажем, горожане города Сухум сейчас испытывают большие проблемы. У нас систематические пробки, отсутствие тротуаров там, в 70% случаев, что, конечно, дико выглядит, и убитый общественный транспорт, и, конечно, совершенно недоступный для маломобильных граждан. Вот эта третья тема, она связана с этим, как человеку из точки А попасть в точку Б, а потом и так дальше. С позиции того, как это важно для человека маломобильного, да, попасть из точки А в точку Б. Но с годами вот жизнь наша показала, что это супер актуальная тема для всех. И сейчас мы как раз в процессе того, чтобы попытаться помочь нашему городу, а потом дальше стране решить эту проблему, чтобы у нас не случился транспортный коллапс. С этой темой проблема была такая, что она была неочевидной. Вот, скажем, с прошлой администрацией 5 лет назад с Бесланом Федоровичем Мэшба мы тоже это обсуждали, и у нас там мы вместе с администрацией города, из ГАИ создали тогда рабочую группу и какие-то вопросы пытались поднимать. Вот, к сожалению, в этой сфере у нас практически нет транспортных инженеров, у нас вообще транспортников профильных с образованием, их нет. И, соответственно, на этом пустом месте очень сложно что-то строить. Когда мы как инициативная группа, туда входили там архитекторы, дизайнеры, просто активисты, вот, и такая организация, как наша, ну, нас, конечно, больше всего интересовала изнанка проблемы с ДТП, потому что Абхазия, наша страна, знает эту проблему через похороны, когда очередные жизни, значит, мы теряем, в основном молодых людей. А изнанка этой проблемы – это то, что 9 из 10 человек на колясках после войны – это люди после ДТП. И мы эту изнанку всегда видели, потому что эти люди к нам попадали. Ну вот 5 лет назад мы предлагали, это было неочевидно. Но мы провели исследование, то есть всегда, когда мы в своей работе к чему-то приступаем, мы как бы проводим исследование, мы пытаемся понять, с чем мы имеем дело. И мы выяснили, что рост автомобилизации, есть такой, значит, есть такие цифры по миру, они считаются, эти цифры на 1000 жителей, сколько автомобилей у людей находится во владении. Вот. Мы посмотрели, сопоставили цифры, опять же, никто у нас этим не занимался, поэтому там и те же гаишники наши, они очень были удивлены. Когда мы им сказали, что там через 3-4 года у нас уже будут системные пробки, ну, тогда это было совсем не очевидно. Ну, как бы пробки случались тогда уже около школ, да, но все же это было настолько незначительно. Уровень, еще не было столько автомобилей, чтобы мы вот как сейчас каждый божий день уже стояли капитально в пробках, и нужно понимать, что главная проблема здесь – это количество автомобилей в городе и отсутствие какой-либо альтернативы. То есть мы заставляем всех людей
сесть за руль автомобиля, что не есть хорошо. И в современном мире уже давно это посчитано. Просто мы пришли в эту точку сейчас, когда люди могли себе позволить много этих машин покупать. И сейчас они все удивляются, я смотрю эти комментарии, которые пишутся, там типа вот что такое, пожалуйста, там в районе РО что-то сделайте, там заторы. Это правильная постановка вопроса, но, к сожалению, на глобальную картину не влияет. Да. Потому что через это место еще больше машин поедет в центр города, и еще более дружно они встанут в еще более плотную пробку. В какой-то момент мы дойдем до состояния Москвы 10-15-летней давности, когда Москва, если, не знаю, вы попадали в тотальную пробку в Москве, да, когда она прямо стоит и никуда не едет. Да. Вот просто, мы идем приблизительно к этому. Сейчас с новой администрацией мы обсуждаем возможные варианты, но пока, я бы сказал, я испытываю осторожный оптимизм, но наша группа предлагает с новым мэром, с Тимуром мы уже встречались. Мне показалось, что он готов, потому что у нас, как и в случае с энергетикой, например, с другими проблемами, многие наши политики, они, к сожалению, не шли на непопулярные меры. Как вы знаете, в энергетике мы тоже пытались законы физики и математики обмануть. Мы кто это? Люди, которые ответственны и принимали решения. Вот. Они думали, что можно, позволить, легализовать майнинг при уже существующем энергодефиците. И я не знаю, какие мысли у них были, но, в общем, как оказалось, что эти мысли были совершенно глупыми. Тут и коррупционная, видимо, составляющая, потому что не просто так эти гигантские фермы подключались и прочие вещи. Они привели нас к состоянию пещерных людей почти, можно сказать, этой зимой. Приблизительно такая же тема, которую сейчас не осознают люди, она касается тоже темы транспорта. Она архиважная, потому что когда страна к следующему сезону, если мы никаких вот сейчас экстренных мер не предпримем, да, очень непопулярных, типа платных парковок и прочих вещей, то город станет в пробку, будет очень-очень нелегко. Но мы надеемся, что новая городская власть не испугается, хотя им тяжело сейчас, видите, эти ливни, дожди, и это тоже. В общем, мы можем с вами плавно перейти в тему урбанистики, но это... Да, давайте мы вернемся. А если говорить о строительстве пандусов и вообще оборудовании зданий, здесь как вы оцениваете ситуацию? Плохо оцениваю ситуацию, очень плохо. Не сказать, что ничего не делается, делается. Но мы сейчас на той стадии, когда мы должны от рекомендательных мер в законодательстве, в нормативной базе и на уровне города, Сухум, как столицы, я надеюсь, здесь нам удастся это сделать намного быстрее, и на уровне страны мы, наконец, примем обязательные меры, которые позволят нам гарантированно быть уверенными в том, что когда здание строится, просто нужно понимать, если здание старой постройки, и там не учитывалось, или даже новое, но не учитывалось, не учитывался этот элемент доступности, то перестраивать это всегда в 3, в 4, я не знаю, в 5 раз дороже, чем в момент строительства, капитального ремонта или вообще возведения нового здания. Если вы это все учитываете, то это в разы меньше денег стоит. Вот. Но у нас как-то, к сожалению, в строительстве, как и во многих сферах, мы пытаемся быть недисциплинированными, не соблюдать стандарты, правила, нормы. Это же не только вопросы доступности, это вопросы, сейсмики. Да? Вот мы в сейсмоопасной зоне находимся, где периодически нас тоже трясет. И прочие всякие вещи. Не просто так эти стандарты придуманы, что сечение арматуры должно быть такое-то при такой-то этажности здания, марка бетона такая-то, и прочие вещи. То же самое касается пандусов, которые сейчас в мире, это норма считается. Буквально вчера меня
вызывали, есть такая прекрасная организация «Центр Проспект». Вот. Там прекрасные люди работают. Я им привет передаю. Вот они вызывали, у них новый сейчас какой-то офис должен появиться. Прекрасное здание стоит тоже, недоступное. Недавно построенное. Вот там договорились, я там какие-то консультации давал. Это обычная история. Всегда мы этим занимаемся. Есть примеры, например, когда самые плохие примеры для меня, это когда люди для галочки, да, что-то делали. Понимаете? Вот просто взяли и для галочки сделали что-то. Лучше вообще никакого пандуса, чем пандус, которым вообще или невозможно пользоваться, или он опасен даже. Вот, скажем, огромный вот этот, значит, изогнутый такой рюшечкой, вот любят кто-то вот, видимо, там строители посчитал, что это круто будет выглядеть. То есть визуальная картинка, скажем, наш музей, да, основной, там вот этот огромный пандус. Он очень опасный. Мы уже несколько раз говорили, обращались, чтобы его закрыли, вообще снесли. Потому что, не дай бог, если кто-то туда заберется и попытается спуститься, там можно себе шею свернуть вообще очень быстро. И то же самое, например, два вот этих завиточка совершенно нелепые, совершенно непонятные, скажем, в Русдраме. Вот, они вообще не функциональны, это на выходе там, с двух сторон. Я понимаю тоже, это, типа, вот эти рюшечки нужны были, потому что это типа красиво. Я не знаю, у всех там свои представления об эстетике, но почему-то до сих пор они там есть. А внутри, например, Русдрама, я так пытаюсь называть такие места, которые публичные, которые всем известны, да, там, скажем, я думаю, очень, как бы, есть много других примеров, но они не так будут знакомы людям. И внутри Русдрама тоже есть, там, правда, дети приспособили, они там используют эту горку внутри, да, типа пандуса, как такую вот, как горку детскую. Они с нее скатываются. Потому что это очень опасная вещь, он там сделан в мраморе или в чем-то, тоже чушь полная, но вот так сделали. Если мрамор это скользкое покрытие, всегда, да. Так и в России тоже делали, но в свое время сейчас у них это жестко уже регулируется, и таких примеров, они есть, конечно, огромная страна, но все же все меньше и меньше, потому что есть стандарты, нормы, правила, и всех этих людей, кстати, которые вот первые величины в этом процессе, мы их знаем, мы активно сотрудничаем, и сюда привозили, и тренинги проводили, и прочие вещи. Вот. Но нам, как всегда, в любой сфере, да, нам не хватает вот как бы ответственного отношения. И это безответственное отношение, к большому стыду и большой боли, я говорю, что получается так, что это очень сильно потом по самим нам бьет. Вот. Нельзя как бы идти против законов мироздания. Вот если по физике так, значит так. Если циферки тебе говорят что-то, то ты должен, там нет как бы правых, левых, там политических симпатий, антипатий, там просто есть цифры. Вот. И, к сожалению, как и в энергетике, как и в транспорте, как и в мобильности, власти меняются, но подходы, как вот пока все не начинает обрушаться, мы считаем, что мы можем как бы игнорировать эти явные знаки, которые нам говорят: друзья, пора поумнеть, тяжело нам, да. Мы в процессе, в конце концов. Так, а позитивные примеры все же есть? Куча позитивных примеров. Да. Нет, я говорю об ответственности в основном нашего государственного аппарата. Пусть не обижаются люди, но если как бы брать не государственный аппарат, например, а там, скажем, наши коммерческие структуры, там просто море позитива, я бы сказал, океан позитива. Но если брать наши общественные организации, тоже очень много прекрасных людей чем-то занимаются. У нас как-то вот не задается в сфере в госсекторе. Я не хочу никого обижать, там много талантливых, хороших людей, но сама эта структура, которая вот каждый год прирастает новыми местами чиновников, хотя мы уже лет 15 как минимум, да, говорим о том, что нужно сокращать постепенно чиновников. Но каждый год у нас этих чиновников становится все больше.
опять же, в каком-то разумном количестве, да, эти люди, если они эффективно, опять же, работают, то это для страны большое, ну, как бы благо. Но нигде в мире так не получилось сделать, чтобы государственный сектор был эффективным. Ну, это как бы один из таких родовых изъянов, что ли, этой темы. То есть те же немцы, например, какие-нибудь, или японцы и так далее, они оставляют за государством ровно то, чего они не могут, на их взгляд, там не оставить, там какие-то стратегические отрасли, там еще что-то, понимая, что государство будет этим управлять совершенно не так эффективно, как, скажем, бизнес и так далее. Вот. Но мы почему-то решили, что именно в Абхазии такой подход, когда все будет поручаться, все главные, самые важные, ответственные вещи будут поручаться чиновникам, мы будем создавать, вот проблема есть, давайте создадим еще одно министерство, еще один какой-то комитет, еще что-то, и нам будет благо. Ну, оказывается, что не благо, но мы почему-то в этом направлении идем. Не знаю, я очень надеюсь, что вот эта новая команда, как-то они все же критически осмыслят это дело и поймут, что это прямо, это то, что реально может похоронить нашу страну. Потому что ну, вот это супер-мега-эффективное управление от государства мы видели в отношении энергетики. Это же не частные компании делали. То есть это каждый раз кивать на людей, типа вот люди то, люди это, ребята, вы этой сферой управляете. У меня вопрос, у Аквафона Мобайла есть проблемы с оплатой их услуг? Нет. Люди как-то платят. Понимаете, просто вы должны все вовремя и правильно организовать. А если вы десятилетиями фигней занимались, да, ну, тогда получаете результат. Ну, опять же, я не хочу сказать, что там очень много прекрасных людей в энергетике, например, и так далее, но часто как бы политический уровень, он заглушает разумные, рациональные доводы, скажем, тех же энергетиков. И я очень рад, что сегодня, наконец, у нас, там, скажем, вот на этом посту сидит человек, который профессиональный энергетик. И, ну, по крайней мере, я его слушаю, я хоть какие-то цифры, хоть что-то, ну, мне как жителю Абхазии, я понятно, что никогда не буду экспертом в этой сфере, но мне хоть хочется понимать, почему нет света, когда он будет, что у нас, то есть, чтобы мне хотя бы честно сказали, какие трудности есть. Ну, вот сейчас, когда говорят, да, как бы мы понимаем, что и переток, по-моему, уже идет или будет, но, по крайней мере, это некая управляемая ситуация. Угу. Да. Ну, с безответственностью все очевидно. А вы сталкивались вот с явлением как бы наоборот, когда наоборот человек некой деятельностью занимается, ну, допустим, в отношении маломобильных категорий граждан, но делает это на показ, вот для того, чтобы, например, набрать очки, там, может быть, даже заработать. Вот такое явление есть у нас в Абхазии? Ну, везде, я думаю, что все человеческие пороки нам не чужды. Ну, я могу порыться в своей как бы памяти и тоже найти что-то из своей жизни, как и любой другой человек, за что мне очень стыдно и сегодня, и сейчас. Ну, пусть это было когда-то, там, не знаю, в школьные годы или еще когда-то. Ну да, люди по-разному занимаются этим. Ну, знаете как, потом есть разные темпераменты людей. Потом, опять же, это вопрос каких-то возрастных ограничений. Вот мне очень сложно, например, вести такую жизнь, когда вся твоя жизнь там в Инстаграме или в Фейсбуке или еще что-то. Ну, я попользовался, пока это было диковинкой, мы там что-то спорили, это так наивно было, конечно, там, искать правду в этих соцсетях, но это не мой формат. То есть я уже старенький для этого. А вот молодые ребята, я смотрю, это ну, эстетично, красиво, и, в общем, я понимаю, что, конечно, нужно показывать свою работу, но, опять же, да, во всем нужна, видимо, мера. Есть такие проблемы, да, у нас есть. Сегодня есть такое явление у вас? Ну, всегда было, и сегодня есть, я думаю, да. Ну, и тем более, имея в виду, что, ну, представьте, там, как бы люди идут в кафешку и с кайфом там фотографируют на показ, можно сказать, какое-нибудь блюдо. Ну, я нормально к этому отношусь, кстати говоря, ну, слушай, если тебе это не нравится, просто пролистывай и иди дальше.
Да, но если это касается, скажем, конкретных человеческих жизней, то, конечно, такой подход не совсем честный, он мне не нравится. Да. Но невозможно этого полностью избежать. Но, правда, для этого мы как раз, вот скажем, создали не так недавно с нашими друзьями из других организаций вот ассоциацию реабилитологов. И эта ассоциация, она как раз призвана для того, чтобы какие-то стандарты в этой сфере, да, установить, чтобы мы, развивая эти горизонтальные связи и зная друг друга, страна небольшая, а людей, которые, например, реабилитацией занимаются, их вообще здесь у нас напересчет прямо. Все считанные, что называется. Вот. И мы решили, что мы не будем ждать чего-то, тоже новый этап какой-то, и чтобы не появлялись шарлатаны в этой сфере, чтобы не появлялись люди, которые там... Ну, это связано, конечно, тема со здоровьем, и здесь еще более строгие должны быть подходы. Вот мы такую работу ведем сейчас, вот в ближайшее время будем представлять тоже профессиональные стандарты, ну вот как бы что может делать реабилитолог, что не может, какой он там, чтобы он в профессии был, что он должен из себя представлять, потому что к нам сюда, в Абхазию, едут разные люди, да, и они устраивают здесь какие-то коммерческие какие-то истории с привлечением и местных людей, привозят сюда кучу других и берут за это очень немаленькие деньги, а при этом мы даже не знаем, эти люди вообще что-то понимают в этом или нет. Вот недавно у нас была такая оживленная переписка в чате. Мы сейчас вот с нашими юристами готовим такую правовую основу, потому что это все требует некоторого изучения. Вот мы собираемся как бы предложить государству отрегулировать эту тему, чтобы прям вот там нашими детьми прежде всего, да, занимались люди, даже если они приезжие, чтобы это было как-то обосновано, чтобы эти люди там могли договориться здесь о чем-то. А у нас такой хаос творится. Понимаете? И кто это приехал, кто с этими детьми занимается, с детьми, ну, даже со взрослыми, это как бы очень плохая история, если человек не знающий будет вам, ну, даже массажем неправильным можно довольно плохие, да, причинить какой-то вред здоровью людей. А если мы говорим о более серьезных вещах, а если мы говорим совсем о малышах, то, конечно, такие вещи должны регулироваться. Попробуйте съездить там в Россию и открыть там какой-нибудь лагерь летний, где вы будете полноценно заниматься реабилитацией. К вам очень быстро придут соответствующие люди и постучатся и скажут: ребята, а вы кто? А вы что? Ну, в Абхазии пока это возможно, хотя скоро. Да. На данный момент чаще всего с какими вопросами к вам обращаются? Вот такая на первом месте категорию, если выделить. Ну, вообще говоря, вот многие вопросы мы переадресуем уже другим организациям, потому что невозможно, скажем, если речь заходит об образовании, то мы перенаправляем к организациям, которые непосредственно этим занимаются. Ну, можем помочь общему процессу, но непосредственно сами не вписываемся. Мы вписываемся вот в такую историю, скажем, как установка там лифта в 3-й школе. Да. Вот эта тема доступности, она нам ясна, она нам понятна, мы считаем себя достаточно профессионально подкованными, с хорошим опытом для того, чтобы в этой сфере выступать и экспертами и помогать людям действительно решать сложные вопросы. Вот так, как бы мы как бы оставили за собой ровно то, в чем лучше разбираемся. И да, обращаются, вы знаете, в общественную приемную, там, скажем, обращаются люди по разным вопросам, которые связаны в том числе с несовершенством законодательства, которые связаны с тем, что у нас некоторые чиновники республиканского местного уровня считают возможным игнорировать права этих людей. Вот. И тогда мы подключаемся и как-то стараемся урезонить и защитить эти права. Но иногда даже вот были у нас случаи, их не так много, когда мы вписываемся и проводим такое правовое сопровождение вплоть до
участия в судебных процессах. Вот, у нас, значит, прекрасный юрист работает Асмат Кайциния, она такая конкретная боевая единица у нас, да, так что. И Вера Заноздря, она консультирует неслышащих людей. Вот. Слабослышащих, она сама не слышащая, она сама и по, как бы, язык жестов знает, и, значит, считывает с губ, и, соответственно, вот тоже этим занимается. Потому что эта категория людей, у нас общество глухих, оно как бы формально существует, но, к сожалению, как бы их деятельность не сильно активная. Вот. А таких людей у нас тоже немало. И у них своя специфика. Видите, у каждого вида инвалидности, скажем, вот маломобильный, просто вы видите. Это явно, что этот человек как бы сидит на коляске, или у него ограничения в движении, если у него ДЦП. То же самое, там, скажем, очень много людей с эписиндромом, да, эпилептическим. То есть вы никогда не определите. Этот человек, собственно, есть у него, а у него, возможно, намного более сложная ситуация, чем у меня, например. Но он выглядит как человек без инвалидности, да, без каких-то особых признаков, когда вы это... Вот такой анекдотический случай был, когда, как-то я помню, не загружали меня в самолет, и там девушка, она говорит: нет, как это так, без сопровождающего, как вы полетите? Я говорю: девушка, я летаю так очень часто, много, и проблем нигде нет. И она, ну, в общем, вот спор, я не помню, кажется, это была авиакомпания, давно это было, Сибирь, которую потом переименовали, но, в общем, такая весьма специфическая оказалась компания. Вот. И я ей сказал: вот смотрите, вот молодой человек, говорю, видите, откуда вы знаете, что у него нет вот эписиндрома, и он не упадет в припадки у вас на борту? Он говорит: я не знаю. Я говорю: ну вот видите, просто вы видите коляску, и вам кажется, поверьте, я как бы, вот, понимаете, это стереотипы, и с этими стереотипами, конечно, нужно работать. А из нашего аэропорта вы уже летали? Я еще не летал из нашего аэропорта, и мы собираемся тоже познакомиться с этим новым нашим министром транспорта, и хотим туда тоже съездить, посмотреть, что там вообще происходит. Потому что это очень важно, да, если люди там маломобильные будут приезжать, чтобы с ними могли там нормально управиться соответствующие люди. Ну, я не знаю, я надеюсь, что они как бы прорабатывали эту тему. Так вот, если завершить беседу, понятно, что вопрос этот очень объемный. На что основной упор нам сегодня, сейчас сделать? Государству, обществу? Ну, мне кажется, так много у нас проблем. Нам упор нужно сделать на то, чтобы не отчаиваться. Да, хоть мы в рамках нашей беседы много какие проблемы обозначили, но один огромный большой плюс у нас у всех есть, это то, что страна у нас крохотная. Даже не маленькая, она просто крохотная. Это как свои минусы дает, что мы все друг друга знаем, очень сложно нам, там, скажем, наказывать за какие-то проступки. То есть, ну вот так, по-абхазски мы поступаем, это нехорошо. Но есть огромный плюс, что все, что если мы захотим, мы очень быстро, в считанные месяцы, то, что в той же России там могут уйти десятилетия или долгие годы на какие-то преобразования, у нас это все может делаться вот так прямо, очень быстро. Какую бы проблему мы ни взяли, которая нам сегодня кажется неподъемной, но если мы, да, осознали, если мы ответственно уже в какой-то момент относимся, и у нас есть желание, как бы, и мы исследуем, и потом план какой-то действий, и все, мы работаем. Потому что, ну, посмотрите, вот, скажем, конституционная реформа, 20 лет мы обсуждаем ее. Когда вот, например, приходят ко мне и говорят: давайте вот прокомментируйте. Мне вообще даже близко не хочется комментировать, потому что эти вещи уже давно нужно сделать. Вы сделаете и посмотрите вообще, что произойдет. Но вот так, то же самое, кстати, вот с темой, которую мы обсуждали, наши ГАИ совершенно неэффективно работают. Но невозможно ли поменять что-то? Да, конечно, возможно, было бы желание, понимаете?
Ну, то есть, куда дальше нам катиться, это уже прямо такое днище, когда на днях, ну, опять же, не хочу на негативе заканчивать, но вы знаете эту историю, которая случилась, и где в этот момент, когда на посту такие вещи случаются, ГАИ, а ГАИ там и нет, понимаете? Вот. Поэтому, если захотеть, вообще проблем нет. Но это, опять же, вопрос нашего осознанного выбора. Я надеюсь, что с каждой новой сменой власти мы каждый раз надеемся, что эти люди, и они, понимаете, нельзя сказать, что ничего не меняется. Какой-то запал есть, вот в течение, какие-то глобальные изменения, они, конечно, требуют того, что тебе придется испортить отношения с разными людьми. Да? А вот это мы боимся. Вот наши политики абхазские, у них в этом проблема есть. И у остальных у нас мы привыкли к тому, что никого не обидеть, потому что мы все здесь маленькое общество, но так не получается, понимаете. Даже если люди сейчас не вполне, чего-то понимают, но если вы настоите на своем, с годами они увидят перспективу, они поймут, что вы правильно действовали. Для меня самый яркий пример, если там говорить о чиновниках, вот помните, было это страшное землетрясение в Турции, где все вокруг города посыпались, и один город, где был такой ненормальный мэр, как считали, там, жители этого города, который не разрешал неправильно строить, все по сейсмике и так далее, этот город остался целым. И вдруг оказалось, что он национальный герой. То есть мэр маленького городка, о котором бы, может быть, никто бы не услышал, о нем снимали репортажи, и мы о нем узнали, это завирусилось. И это хороший пример того, что если ты делай это не для того, чтобы пропиариться. А в отношении людей с ОВЗ что первостепенно? Чтобы у них была возможность выбора. Дать возможность людям поддержать их начинания, в сфере образования, возможности для реабилитации. Но не для того, чтобы их куда-то поместить в особое место, и чтобы они там жили свою жизнь в резервации, а чтобы они были участниками этого процесса. Пусть ошибаются, пусть падают, поднимаются, идут вперед, и относиться к людям с инвалидностью не как, я сейчас ветераны, и начинаются эти дежурные вещи. Ребят, мы все живые люди. И те же ветераны, и люди с инвалидностью, они с разным темпераментом. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Но мы склонны, у нас есть стереотипное мышление, что если ветеран, то нужно, чтобы он был в бронзе отлит. Вот. А нам это не нужно. Нам нужно просто нормальную жизнь жить. Иметь доступ ко всему, и те же риски, которые есть у других людей, чтобы они были у каждого другого человека. Потому что если вы хотите оградить, если вы захотите за человека его жизнь прожить, ничего хорошего в этом не будет. Поэтому наша организация, например, она не стремится человеку объяснить, как ему нужно жить. Мы всего лишь приоткрываем какие-то двери и даем ему возможность увидеть, что эта дверь открыта. В принципе, если у тебя будет желание, то есть не тащить его туда силой, а если у тебя есть желание, ты можешь когда-то войти в эту дверь. И многие люди делают этот выбор, но кто-то не делает. Это тоже очень индивидуально. Спасибо вам большое за беседу. До свидания. Спасибо.